Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кукшара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных темах. Обновленный Тхорчалский рынок с национальным колоритом и масштабным муралом откроется уже 21 августа. Территория ритма объединяет регионы. Абхазия и Россия подписали соглашение о развитии инклюзивного туризма. Река Басла в Сухуми вышла из берегов из-за обильных ливней, обрушившихся 17 августа на столицу Абхазии. Вода подтопила несколько дворов, жители не могли как попасть в свои дома, так и покинуть их. Бригады дорожно-ремонтно-строительного управления администрации Сухума переведены на усиленный режим работы, сообщил директор ДРСУ Дмитрий Ахуба. Мы объезжаем город, там, где листья закрывают решетки ливневых коллекторов, проводим расчистку. Бывали ситуации, когда в ливневые каналы приносила ветки, доски и гравий, из-за чего вода начинала переливаться, как, например, в Синопе на Кадорском шоссе. Туда сразу выехала бригада, работает техника и принесенную из ущелья грязь уже выгребают, сказал он. Ахуба отметил, что коммунальные службы мониторят ситуацию по городу, уделяя особое внимание ливневкам, так как не везде они новые и не всегда справляются с потоком воды. Службы столичной администрации ведут круглосуточное дежурство. Они будут оперативно расчищать засоры, чтобы предотвратить подтопление улиц. Как сообщили в пресс-службе МЧС, происшествий из-за непогоды в районах Абхазии не зафиксировано. Из-за непогоды 17 августа в Сухуми на улице Харазия упала промежуточная опора линии электропередачи. Ремонтная бригада филиала СУЭС Рубчерноморэнерго сразу уже приступила к ликвидации аварии. Для безопасности жителей и рабочих на время ремонта участок линии был временно обесточен. Другим темам. Генпрокурор Абхазии и посол России обсудили укрепление двустороннего сотрудничества. Атгурагов и Вячеслав Гладков также наметили шаги по развитию сотрудничества в сферах, предоставляющих взаимный интерес. По итогам встречи была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению связи и продолжению совместной работы по актуальным направлениям. Саженцы пицунской сосны передали в дар Нижнему Новгороду. Торжественное мероприятие к 804-летию города посетила делегация из Абхазии во главе с руководителем администрации президента Бесланом Эшба. Саженцы высадили в центральном районе на одной из городских общественных территорий. Они стали живым символом дружбы между Абхазией и Нижним Новгородом, послужить еще одним шагом в укреплении культурного и гуманитарного диалога.
Ассоциация инклюзивного туризма Абхазии и России подписали соглашение о сотрудничестве в рамках 10-го международного инклюзивного форума лидеров социальных изменений «Территория ритма. Десятилетия лидерства». Соглашение предусматривает развитие долгосрочного международного сотрудничества в сфере инклюзивного и социального туризма, а также совместную работу с ветеранами боевых действий, участниками СВО, в том числе получившими инвалидность, членами их семей и семьями пропавших без вести. Особое значение новое партнерство имеет для дальнейшего развития проекта «Абхазия. Точка возврата», реализуемого при поддержке Росмолодежь гранты. Теперь у проекта появился международный партнер, а к его развитию подключаются федеральные эксперты, специализирующие на работе с ветеранами боевых действий, людьми, получившими инвалидность, и членами их семей. Подписанное соглашение, достигнутые договоренности и план дальнейшего взаимодействия будут представлены президенту Республики Абхазия. Обновленный рынок города Ткорчал откроется 21 августа. Перезапуск торгового пространства реализуется по поручению главы государства Бадры Гунба и по инициативе главы районной администрации Германа Кочарава. Проект также реализуется в рамках объявленного президентом Года села. Аэлита Арутюнян расскажет детали. 21 августа, в день открытия рынка, планируется большая ярмарка, на которую приедут люди из других районов республики. Виталий Квициня, замглавы администрации Ткорчалского района, рассказал, что завершаются работы благодаря выделенным средствам президента Бадры Гунба. Когда откроется 160 человек, рабочих мест вот здесь будет, покупатели и продавцы. Для продавцов место здесь будет. Потом здесь предусмотрено молочный мясной отдел тоже. Здесь мы ожидаем, уже переговоры ведли с другими районами, с другими селами ближайшие. Скажем, Расацик, Тхинна, Кук, такие наши ближайшие. А с нашего Ткорчальского района все уже будут приезжать. Если раньше ездили в Кальский район, там на рынок стояли, в Чемчирске ездили. Они все, наши автобусы, они ездили туда. Они все будут приезжать сюда, на наш рынок. На прилавках покупателей будет ждать сельскохозяйственная продукция. Рынок будет работать 3 дня в неделю – в среду, пятницу и воскресенье. В основном рынок будет открыт до 2 часов дня. Ремонт начался в 2016 году. Тогдашний президент по возможности сколько деньги выделил, сколько можно было, сделали. Тогда была главой администрации Чачхали Эйда Сергеевна. После нее пришел дочь Исидор Шелодович. Он продолжил. Опять же говорю, президенты меняются, президенты приходят, но каждый президент вкладывал свою долю, частицу сюда. Без них мы ничего не могли делать здесь. Финансово у нас в бюджете нет возможности, чтобы самим строить ее. А потом чуть приостановлено было за отсутствие денежных средств. После этого сейчас Кочарава Герман Вячеславович появился, продолжили. Он попросил президента, он, естественно, ему помог, выделил денежные средства для завершения сегодняшнего рынка. Во время Отечественной войны народа Абхазии рынок имел весьма большое значение. Здесь, в блокадном городе, люди собирали все свои запасы и делились друг с другом. Население некуда было идти, здесь блокадный город был. Кто мог сюда что-то привезти, могли пройти через всего этого. Они здесь торговали, стояли, наши жильцы покупали. Во время войны у нас 25 тысяч населения было за счет беженцев. Начиная от спички, керосин, все это, то, что имели население, вытаскивали, продавали, люди принимали, покупали. Больше негде было брать. Закрыты границы были, блокадный город был. Администрацией города Ткорчал было принято решение не просто отремонтировать фасад рынка, но и сделать его современной и яркой достопримечательностью. Был подготовлен проект масштабного тематического мурала, который вскоре появится здесь. В его концепции кавказское гостеприимство, традиционная торговля, изобилие местной продукции, конечно же, пышные гортензии, которые являются символом уюта и красоты нашего города. Художники уже приступили
приступили к работам. Совсем скоро фасад преобразится, подарит новые яркие краски нашему городу и будет радовать жителей и гостей нашего города. Проект ремонта рынка реализуется в рамках объявленного президентом года села. Восстановление рынка призвано стать важным шагом к экономическому оживлению района, поддержке местных сельхозпроизводителей, а также созданию новой точки притяжения для туристов и жителей со всей Абхазии. По замыслу организаторов, обновленный объект станет настоящим горным базаром. Здесь посетители смогут приобрести экологически чистые продукты от местных фермеров и ближе познакомиться с колоритом Ткварчала. Аэлита Арутюняна, Храмичпа, Абхазское телевидение. В течение последних 10 дней в Ткварчале проводятся работы по расчистке от мусора подвальных помещений 5 жилых домов. Кроме того, здесь будут заменены водопроводные канализационные трубы, чтобы устранить утечки. Работы проводятся силами специалистов районного ЖКХ. Я бы хотел по этому вопросу обратиться к населению с просьбой, Мы в одном городе живем, наш город, чтобы он был чистый и красивый. Для этого не надо подвальные помещения, весь мусор закидывать. Есть места отведенные для мусоросвалки, есть контейнера. Пожалуйста, будьте немножко внимательны друг к другу, соседи поддерживая и решайте этот вопрос, чтобы было легче эти вопросы решать и было чисто, аккуратно. В Сухуме стартовала мастерская социальных проектов «Стратегия добрых дел». Здесь встретились добровольцы и руководство Республиканского волонтерского центра. 3 дня они будут изучать и создавать новые социальные проекты для развития волонтерского движения в Абхазии. Участники научатся превращать идеи в реальные инициативы. Они разберут основные этапы и типичные ошибки при разработке проектов, а также подготовят заявки на грантовый конкурс. Сегодня на базе Республиканского волонтерского центра Академии развития гражданского общества «Добрина» стартовала мастерскую социальных проектов. На протяжении 3 дней специалисты Академии совместно с ребятами будут упаковывать их идеи в социальные проекты, узнают в целом, что такое социальный проект, как его правильно составить, изучат основные ошибки, которые часто допускаются, для того, чтобы самим их не допускать, узнают, какие грантовые конкурсы доступны для них, для того, чтобы реализовать свои проекты. Ну и, конечно же, мы обменяемся опытом, который есть у Академии, для того, чтобы этот опыт волонтерский центр мог применять здесь, на своей территории. Нынешний семинар, он пройдет в 2 этапа. Волонтеры и руководство будут на 2 разных площадках готовиться, слушать лекции. Волонтеры будут составлять социальные проекты, будут учиться составлять их и в конце будут предоставлять заявку на грантовый конкурс. А руководство в то же время, опираясь на опыт волонтерства в Абхазии, будет составлять дорожную карту волонтерского центра. Самым важным моментом будет то, что в конце интенсива руководство и волонтеры встретятся. Волонтеры будут представлять свои проекты, а руководство уже будут одобрять некие проекты. И это будет некая совместная работа для развития волонтерства в Абхазии. Стартовал прием заявок на международную медиапремию «Честный взгляд-2026». К участию приглашаются представители средств массовой информации, независимые журналисты, авторы, блогеры, освещающие гуманитарное, культурное, социально-экономическое сотрудничество с Россией, а также совместные международные проекты и инициативы, сообщает Русский дом в Абхазии. Прием заявок открыт с 15 августа по 4 октября на официальном сайте медиапремии «Честный взгляд». Финалисты и победители будут приглашены в Москву для участия в торжественной церемонии награждения. Стало доступно мобильное приложение «Путеводитель по Абхазии». Скачать приложение можно в App Store, Рустор и Google Play. Приложение – это своего рода гид по Абхазии, где доступны все маршруты по всей стране. Также можно оформить полис для авто за 1 минуту, забронировать отели, купить билеты на различные мероприятия и даже вызвать такси.
Мы очень надеемся, что наш продукт, что наш проект сделает для туристической индустрии отрасли Абхазии хороший шаг. Это как лицо, как бренд Абхазии. Это помощь туристу увидеть и услышать Абхазию в лучшем его свете. Мы тестово запустились недавно, но у нас уже более 1000 скачиваний, и от всех них мы получаем, от всех них получаем отзывы и что-то исправляем, что-то улучшаем, и мы надеемся, что скоро этот продукт усовершенствуется настолько, что он будет незаменимым для путешественника. Очередной успех отечественных коневладельцев. На скачках в Краснодаре их лошади заняли призовые места, сообщает Госкомспорта. Бзана Абан и Тайфун Абан, принадлежащие Беслану Абхазава, заняли 2 и 4 места на дистанции в 1400 метров. Лошадь Мейд Ин Апсне, принадлежащая Асунде Ашуба, пришла 4-й в забеге на 1200 метров. И в конце выпуска информация о погоде. Во вторник, 18 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами ожидаются кратковременные осадки локального характера, гроза. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 25-30 градусов. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.